بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Сегодня, биизни-ллахи та'аля, мы поговорим о таком вопросе, как празднование дня рождения пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Очень часто поднимается этот вопрос. Люди спрашивают, каков хукм, положение празднования дня рождения пророка, алейхиссалату вассалям. Каков хукм, отношение ислама к тому, чтобы во время этих торжеств вставать, приветствуя пророка, алейхиссалату вассалям, произносить салям ему во время этих торжеств. Люди встают и произносят салям. И отношение ислама к другим вещам, которые совершаются во время празднования подобных вещей, дня рождения пророка, алейхиссалату вассалям, или подобных ему. Ответ на этот вопрос однозначный. Праздновать день рождения пророка, алейхиссалату вассалям, то, что называется маулиду расуль, запрещается. В исламе хукм этого, положение этого, что это запрещено. Это строго запрещено, так же, как запрещено праздновать дни рождения других людей. Все это относится к ереси, к новшествам, к нововведениям в религии. А нововведение в религии, изменение религии запрещено. Этого не делал пророк, алейхиссалату вассалям. Этого не делали его праведные халифы, преемники. Этого не делал никто из сподвижников, да будет доволен ими всеми Аллах. И это не делал никто из последователей, тех, которые последовали за сподвижниками наилучшим образом, то есть представители первых трех поколений этой уммы, этой общины, которые считаются самыми лучшими поколениями по свидетельству посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Никто из них никогда не отмечал день рождения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А они были самыми знающими людьми касательно его сунны, его религии, во-первых. Во-вторых, они больше, чем кто бы то ни был, любили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, но несмотря на это не праздновали его день рождения. Они больше, чем кто бы то ни был, следовали за его шариатом после него. Хорошо? И они не отмечали его день рождения. Передано от пророка, алейхиссалату вассалям, строгое предостережение от нововведений в религии. Говорит: «Ман ахдаса фи амрина хаза ма лейса минху фахуа рад». Тот, кто введет в эту нашу религию что-то, что не из нее, то это отвергнуто. Аллах субхану тааля не принимает, отвергает это действие. В другом хадисе говорит, саллаллаху алейхи вассалям: «Алейкум бисуннати ва суннати аль-хуляфаи рашидин аль-махдиина мин ба'ди». Вы обязаны придерживаться моей сунны, моего пути, и сунны, пути праведных халифов, ведомых прямым путем, которые будут после меня. «Тамассаку биха ва адду алейха бин наваджис». Схватитесь, держитесь за сунну, ухватитесь за нее коренными зубами. «Ва ияку мухдасатил умур». И остерегайтесь новшеств в религии. «Фаинна кулля мухдасатин бид'a». Потому что каждое новшество это бид'a, это ересь, нововведение. «Ва куллю бид'атин валяля». А каждое нововведение это заблуждение. В этих двух хадисах мы видим строгое предостережение от введения в религию каких-либо новшеств и совершения деяний на основании вот этих вот введенных новшеств. И Аллах субхану ва тааля в своей ясной книге говорит: «Вама атакумур расулу фахузу, вама нахакум анху фантаху». То, что приказал вам пророк, посланник, то берите, а то, что запретил вам, от того воздержитесь. В другом аяте говорит: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Да остерегутся те, которые противоречат его приказу, то есть пророк, алейхиссалату вассалям, что постигнет их искушение или постигнет их мучительное наказание. Искушение это ширк, это куфр. То есть человек, ослушиваясь пророка, алейхиссалату вассалям, противоречия ему, в конечном итоге может прийти к чему? Куфру, выходу из религии. И говорит субхану ва тааля: «Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана лиман кана ярджу Аллаха вал яумил ахир ва закара Аллаха касира». И был вам в посланнике Аллаха прекрасный пример для тех, которые надеются на Аллаха и судный день и поминают Аллаха премного. И в другом аяте говорит субхана: «Вассабикуна лаувалуна миналь мухаджирина валь ансари валлазина табаун би ихсан
رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. И первые опередившие из числа мухаджиров и ансаров, и те, которые последовали за ними во благе. Те, которые последовали за ними наилучшим образом, вот именно они, что рады Аллаху анхум ва раду ан. Аллах доволен ими, они довольны Аллахом, и приготовил для них Аллах сады, внизу которых текут реки, где они будут пребывать вечно, и это есть великое преуспеяние. И говорит Субхана: «Аль-йоум акмальту лакум динакум, ва атмамту алейкум ни'мати, ва радиту лакум аль-ислама дина». Сегодня я завершил для вас вашу религию и довел до полноты для вас милость мою, и удовольствовался для вас исламом как религией. Все, это религия полная, и ничего туда добавить нельзя. Все, что ты добавишь туда, будь то день рождения пророка, или что-либо другое, это все будет не из этой религии, потому что она полная. Как нельзя в полный сосуд добавить ничего уже, так в эту религию нельзя ничего добавить. А если добавишь, где оно окажется? Оно окажется вне сосуда, то есть вне этой религии, и не принимается Всевышним Аллахом.